Все, доброе утро. Уже время 11, там даже не утро. День уже. Сегодня дождливый день. Вот, и я, не наверное, сегодня решил сделать выходной, потому что дождик такой, он приходит, уходит, но сегодня весь день пасмурно. Так что это мой первый отдых в палатке за 3 недели с момента старта путешествия. Первый раз. Как раз отдохну, поваляюсь, на сайт напишу там статьи. А то я думал, что буду вести как бы на сайте такой блог, писать постоянно, но на это времени и сил не хватает. То есть все силы, то, что есть, уходят на монтаж, съемку видео. Не, на съемку видео силы не уходят, там мне наоборот, как бы все это нравится. А вот монтаж, когда уже лежишь в палатке, уже хочется спать, но тебе надо монтировать, чтобы там не скопилось много работы. Вот, поэтому сейчас время пописать есть и помонтировать. Иногда надо так поваляться. О, макарошки уже готовы. С тунцом. Вкусно. Чаек тут заварил. Погодка, что-то дождик-то покапал чуть-чуть. В принципе, я мог вообще поплыть. Ну и ладно, сегодня выходной, нужно тоже устроить. Сейчас серию сделал, смонтировал. В общем, мысли у меня что-то такие приходят. Хочу вот инсайдом поделиться, пока вот есть вот вдохновение. Вот, впереди у меня 3 огромных водохранилища на реке Миссури. Вот сейчас первое будет в Монтане, потом в Северной Дакоте и потом в Южной Дакоте. Вот, я думаю, надо ли оно мне вообще, вот это вот эти водохранилища проходить. Там водохранилища такие огромные. Просто у меня уже было одно огромное, большое, не огромное, большое водохранилище, но по сравнению с теми это детская ванночка просто. И я понял, что этот каяк, он очень тяжело идет. Он сам себя тормозит. То есть я не могу разогнаться даже. Он скорость вот держит определенную, и все, он выше не может. Хотя ты чувствуешь и по силам можешь. Он просто тормозит тебя. И на тех водохранилищах я просто... Это будет очень долгая, нудная рутина, ненужная. Вот ненужная, реально. Зачем, вот думаю. В моей жизни вообще вот во всех даже велопутешествиях очень много рутины. Велопутешествие само по себе это вообще рутина. Огромная рутина. Преодолевать расстояние, крутить педали в разнообразную погоду с обычно лобовым ветром сильным. Едешь там по степям где-нибудь. И эта рутина у меня в жизни как бы хватило. Сейчас мне хочется какого-то куража. Вот как было вот первые 2 недели, когда я плыл по горным речкам, да еще и в первый раз, интересно было. Какой-то кураж был, я не знаю, что-то новое. Сейчас уже река перетекает в такую а, спокойную, на равнинную часть, и еще будут вот эти вот водохранилища. Ладно бы, если бы водохранилище было бы природное там сооружение, но это человеческое сооружение, поэтому мне не хочется. Ну, зачем мучиться? Даже Марк говорит, все в основном начинают с Миссисипи реки. Миссисипи река, она короче, конечно, да, это не самый длинный речной путь получается по Северной Америке, но там нет никаких дамб, то есть нету ГЭС, там, может быть, какие-то маленькие есть, но это не то, что будет у меня сейчас. И логично, никто мучиться не хочет, зачем вот эти водохранилища нужны? Самые красивые места я, в принципе, уже вот сейчас проплываю. Проплыл и проплываю. Потом они закончатся, и такой красоты уже даже не будет. Вот. Ну что вот даже, если я вот проплыву самый длинный речной путь Северной Америки, мне денег никто за это не заплатит, медаль мне никто не даст, да и нахера она мне эта медаль нужна. Э, Что мне доказывать? Самому себе, да самому себе, я знаю, что я смогу это проплыть, даже на этом каяке, если он выдержит. Но и что от этого изменится? Ничего от этого не изменится. Как бы зачем это нужно?
мне доказывать, никому я ничего доказывать не собираюсь. Себе мне уже не надо ничего доказывать. Я уже сам себе все доказал, я знаю, могу, блин, как Робокоп, блин, как робот. Могу все сделать. Просто не хочется. У меня все-таки времени не так много сейчас, как раньше, там, в восточных кочевьях, когда я мог по 2 года ездить. Сейчас я не хочу 2 года ездить. У меня ограниченное время, и у меня есть просто коридор, в который я могу вот поехать. У меня нету даты. Дата начала есть, но даты конца нету. То есть там примерно полгода условно, да, есть. Вот, но за эти полгода, это как раз эти полгода, чтобы мне доплыть до Мексиканского залива, в принципе. Но будет очень много рутины ненужной. Вот эту рутину я хочу сократить. Хочется мне, точнее, сократить. И вот сейчас впереди будет мост через 20 миль с нормальной дорогой. Не интерстейт, не трасса. Но по этой дороге я могу поехать куда угодно, в принципе. И у меня такие мысли приходят вообще оставить все, короче, на берегу, все ненужное, все нужное взять, положить в рюкзак и поехать куда-нибудь автостопом. Все чаще у меня такие мысли приходят. И вот я думаю, что делать? Куда телепортироваться можно? Автостопом я по Америке тоже не ездил, кстати. И вот будет интересно, если я решу, я это только мысли озвучиваю. Но если мне приходят мысли, то они обычно материализуются. Что делать? Что делать? Водохранилище мне не хочется, а они будут скоро уже. Скоро пойдут. На таком каяке не хочется вообще. Доказывать я никому ничего не хочу, что я проплыву там самый длинный путь. Я также могу с таким успехом сейчас вот автостопом доехать до Миннеаполиса куда-нибудь и начать с реки Миссисипи. И проплыть Миссисипи. И это будет короче даже. Я могу говорить, я проплыл Миссисипи, потому что это звучит даже круче, чем Миссури. Вообще, если по миру, в России, вот, да, для меня река Миссури, ну, это как что-то второстепенное там. Хотя это самая длинная река Северной Америки. Несмотря на то, что это приток Миссисипи. И все равно, как бы, Миссисипи, это будет более так круто звучать, чем я проплыл Миссури или я проплыл самый длинный речной путь Северной Америки. Ладно, кушать сейчас остынет у меня. Разболтался я что-то. Хорошо поел. Погода, в принципе, хорошая. Думаю, пойду прогуляюсь в горы еще, посмотрю там что-нибудь, связь половлю.
Офигеть, там такие дырки, реально не вылезешь. Трещины огромные. Фух, дошел. Вон у меня там палатка. Дошел. Сегодня я мог вообще дождя не бояться абсолютно. Спокойно плыть, даже в дождь бы, наверное, не попал бы. Ладно, ничего, отдых тоже нужен. Это так классно, когда отвыкаешь от звуков, человеческих звуков и производных от человека. Только природа. Птичье пение, ветер, речка. Уже сколько дней я вот так живу. Вот даже пролетел самолетик какой-то низко, ну маленький. Я, самолет! Только что этот сдернулся, блин. Да, вообще это так замечательно. Вот надо наслаждаться вот этим моментом, пока вот здесь, вот в диких местах. Это очень классно. Доброе утро. Что сегодня? 14 мая, суббота. Время 9 утра. Я заряжен, собрался. Вот, погодка такая же, как вчера. Вот, прогноз хотя показывает вроде солнечное, но не знаю. Что-то прогноз как-то слабовато здесь работает в Монтане. Вот. Все, погнали дальше. Так грустно иногда с таких мест насиженных выходить, где ты уже пробыл там больше одного дня. И так оглядываешься назад, думаешь, блин, это столько уже воспоминаний там классных. Это как с мысом счастья. Ну, те, кто не знает, посмотрите, там Восточное кочевье во Вьетнаме. Вот я там, где прожил в 3 дня на одном мысе классном. Вот. Я как бы назвал его мыс счастья, потому что там так кайфово было, отдыхал вообще от всего. Вот тоже такая же аналогия, в принципе, как мыс счастья. Так классно. Погода, конечно, сегодня ветреная. Вот вчера была идеальная погода, ветра не было, ни дождя, ни ветра. Сегодня ветер сильный, прям разворачивает меня, крутит, мотает, не дает плыть даже по течению. Сейчас плыву себе, никого не трогаю. И вот буквально вот в полуметре от меня сейчас рыбина с метр, наверное, плюхнулась. Испугалась, видимо, просто не ожидала, может, отдыхала на поверхности. И, короче, похоже, я не знаю, на какую рыбу это похоже. Что-то типа осетриное, в общем, с таким носом вытянутым. Я аж испугался, блин. Она реально метровая была, просто вот махина такая. Если захочет, может меня перевернуть вообще в легкую, наверное. Сижу здесь за конфетками. В общем, пришел я к выводу, к такому. В общем, доплывая до моста, сегодня очень сильный встречный ветер. Я сегодня, наверное, только к вечеру до него доберусь. И заканчиваю свой сплав по реке. Вопрос, что дальше? Дальше я сам еще не знаю. Мне нужен интернет посмотреть, какие есть трейлы вообще, что тут рядом. Заманчиво то, что от меня совсем недалеко находится западное побережье США. То есть вот тут уже Вашингтон, штат, там Сиэтл, Портленд, там уже все рядом. И, конечно, хочется добраться туда. Я никогда там не был. И там побродить где-нибудь. И было бы замечательно. Но со сплавом, видимо, у меня все. Конец. С таким ветром даже по течению реки плыть-то тяжело. Не то, чтобы на водохранилищах. И зачем мне эти мучения? Ну, я это уже рассказывал, в принципе, как бы я и не планировал там доплыть до конца. Там я вот как пойдет, так пойдет. Потому что я человек неопытный в сплаве, да. Я вообще как бы рискнул с такой снарягой поплыть куда-то. Люди годами к этому готовятся.
Там строят каяки вон по полгода, как Марк. А я по фану чисто вот просто вырваться. Получилось классно, да, но вот зачем мне мучиться на водохранилищах? Если бы речка была так бы, плыла бы дальше, без водохранилищ было бы другое дело. В общем, поел, прям хорошо так стало. Я и принял решение, что все отлично. Так что получается, что это идут сейчас последние мили по реке Миссури. Последний десяток миль, если быть точным. Вот сейчас ветерок, затишье чуть-чуть стало, и мне даже можно чуть-чуть поговорить. Меня даже деревяшка обгоняет. Не могу ее никак догнать. Догоню, она меня все равно обгоняет. Ветер меня очень сильно тормозит. Ветерок. Вот, собственно, и все. Каячок свое отпахал. Ветерок сделал свое дело. Сегодня даже до моста не дойду. Вот сейчас предстоит нелегкая работа. Перебрать вещи, решить, что взять с собой, что не взять. Здесь надо быть максимально хладнокровным, вот, чтобы не взять лишнего, не тащить. Да и рюкзак не позволит, рюкзак большой. Так, сейчас высыплю фасоль прямо на берегу здесь. Гуси съедят, надеюсь. Цыпа-цыпа. Теперь точно все, вот теперь конец сплава, потому что еды у меня уже не хватит до следующего магазина. Символически. Но по идее у меня есть штук 10 кноров таких вот и рыбы, тунца много, так что запасы еды мне хватит там. Спокойно можно на 10 дней это все растянуть при желании. Рюкзак, конечно, я маленький взял, не рассчитал. Сейчас подпихиваю его туда-сюда.
капец, чуть на змею не наткнулся, дует. Фига она зашуршала. Довольно укатанная здесь дорожка. Сейчас поднимаюсь наверх, уже Миссури не видно. В общем, мне до трассы идти 15 миль показывает. Вот, я не знаю, за сегодня дойду или нет с таким рюкзаком тяжелым. Мне еще повезло, что вот тут дорога есть. То есть вот эта укатанная дорога идет до хайвея. Если что, хайвей, ну как в нашем понимании, это как бы хайвей, выше его нету, да. В США хайвей это просто как бы дорога штата. Есть федеральные интерстейты, они с синей короночкой такой указаны. Это вот трассы, пересекающие там страну вдоль и поперек. Вот. А есть хайвей, это вот локальные трассы. Вот тут ближайший хайвей получается 15 миль. Вот, не знаю, дойду, нет. Я бы, конечно, с таким рюкзаком устал бы по пересеченке мурыжиться, мне вообще повезло. Но ничего, нормально. Нормально. Плана у меня никакого нету пока, дойти до трассы. То есть я не знаю, что дальше делать, куда стопить, в какую сторону ехать. Стопить по-любому, но в какую сторону, не знаю. Какие-то бараки здесь старые. Полуземлянки. Если я бы знал, что все так будет, я бы подольше бы в горах бы задержался, покайфовал, там очень много классных мест было. Вот, я бы там, конечно, не спешил бы никуда, спокойно бы был. Погода хорошая была, но куда-то спешил. Но все равно как-то радостно, что-то новенькое. Хайкингом я никогда не занимался, тоже не ходил куда-то так, специально. Вынужденно похожу. Все, я вышел на вершину. Ну, Миссури там уже давно не видно, она вон там где-то. Вот, и мне сейчас идти вон к тем горам. Вон туда, в ту сторону. Так, прошел 6 миль. 6 миль сегодня. Вот, я думаю, а что, куда мне спешить-то? До трассы где-то 10 миль. У меня еда есть, вода есть 2 литра. Вот, и почему бы не насладиться такими удивительными по дикости и по красоте местами. Такой лесок, тем более, тут хвойный. Ну, вообще шикарно. Вот, и отдохну. Завтра спокойно пойду дальше. Время где-то 4-й час, 3. Свобода ведь она в том и есть, что ты можешь остановиться тогда, когда хочешь, и просто сказать, вот, мне надоело. Вот это похоже, как в фильме «Форест Гамп», когда Форест бежал, а потом сказал, все, мне надоело. Вот в этом и есть свобода. Ты не придумываешь себе какие-то, вот, я должен любой ценой приплыть, проплыть эту реку. Это тоже уже рамочно. Ты создаешь себе рамки, и у тебя нету свободы такой. Ты, может, ты хочешь подсознательно это закончить, все, нафиг мне это нужно. Ну, не в моем случае, по крайней мере. Мне характер закаливать в этом плане не надо, как бы. Это мой быт, вот эта палатка, монотонность дней. Это я умею делать, да. Ну, просто сейчас, как бы, мне не хочется этого делать. Вот сейчас наслаждаюсь. Еда есть. Наслаждаюсь ценными днями, такими вечерами. В палатке. Не знаю, когда еще так смогу. Но так все прекрасно. Я рад, что я закончил сплав.
прямо от души отлегло, на самом деле. Как-то легче стало. Потому что я плыл, на самом деле, вот по-хорошему этот сплав надо было закончить в Great Falls. И оттуда уже дальше куда-нибудь что-нибудь придумывать. Но сейчас я буду в сторону дома уже ехать. Неважно, не знаю как, не знаю на чем. Посмотрим. И вот до Great Falls это была классная река. Безумные виды, красивые, горные. Сейчас уже такого не будет. Сейчас, да, дикие места здесь, но дальше уже гор не будет. Будут там водохранилища, фермы. Все в таком духе. И вот эти 3 недели были офигенные. Для первого сплава это было просто сказочные виды. Если б я знал, что, вот уже повторяюсь, если б я знал, что я закончу здесь, я бы там подольше бы находился, подольше бы плыл, никуда бы не спешил. А то я спешил все время куда-то. Ой, хорошо. Поел, полежал, сейчас уже вечер, к закату все идет. В общем, вышел на связь, чтобы прикинуть, что дальше делать. В общем, да, ничего придумывать не буду. Буду ехать в сторону дома. Сейчас поеду на город Биллингс. Это на юг от меня на 165 миль. И попробую там словиться с моим приятелем, дальнобойщиком, с которым не получилось словиться в Great Falls. Вот. Он как раз сам сейчас поедет тоже опять в сторону востока. Вот. Но это не точно тоже. Но в любом случае поеду в сторону Биллингс. Биллингс большой город. Оттуда куда-нибудь да можно будет уехать. В мою сторону, в сторону Флориды. Кстати, вот эти вот горы, там уже где-то индийская резервация. Индейская, точнее. Кстати, там какое-то озерцо. Можно было бы сходить, воды набрать, потому что воды у меня уже 1 литр остался. Схожу прогуляюсь. Отсюда, кстати, все еще видны скалистые горы, вот там на горизонте, последним слоем высоким, вот скалистые горы идут. Овраги такие, как будто у меня на родине в Чувашии. Не знаю, стоит ли отсюда воды набирать. Из стоячего водоема как-то мне не очень. Из реки нормально. Вот стоячий водоем, он как, ну, как водопой, он искусственный. Он там подперли его. Вроде как, да, искусственный. Блин, не знаю, посмотреть надо внимательней. Нет, что-то не хочу рисковать, честно говоря. Фильтр-то у меня есть, но вот он из плохой воды хорошую не сделает. Он просто отфильтрует все мелкие частички, но лучше ее не сделает. Стоячий водоем как-то... Не. Люблю я такой степной климат. Вот здесь такая степь. И этот запах полыни, аромат. Это божественный аромат. Я не знаю, что может с полынью сравниться, но чебрец, наверное, только. И это запах свободы. Я его сейчас вдыхаю и запоминаю. Насколько он свежий запах.
Действительно аромат свободы. Как его сохранить? Я так хочу пахнуть. В следующей жизни я хочу быть полынью. Или чабрецом. Тоже неплохо, чабрец.